Через несколько часов после убийства Мартина Бека полиция задержала первого подозреваемого. В воскресенье взяли и второго. Обоих арестовали. В австрийской прокуратуре сказали, что предполагаемые нападавшие – уроженцы Чечни. Мы проверяем, есть ли в этом деле политический мотив. Не секрет, что убитый вел страничку в интернете, блог, где высказывал политическую позицию. В ведомстве добавили, что жертва была участником программы защиты личности. В Австрии он получил имя Мартин Бек. В полиции заявили, что расследованием убийства займутся органы по борьбе с терроризмом. Обстоятельства преступления не ясны. Убитый переехал в Австрию в 2005 году. В Чечне он работал следователем в Министерстве госбезопасности так называемой Республики Ичкерия. Его имя – Мамихан Умаров. В феврале он дал интервью украинскому журналисту Владиславу Сидоренко, в котором рассказал, почему уехал из Чечни. Основных полевых командиров всех, когда поубивали, они уже начали находить новые жертвы, которые там когда-то работал при Ичкерии, когда-то кому-то как-то помогал. Вот так преследовали все подряд. Несколько месяцев назад Мамихан Умаров, он же Мартин Бек, создал YouTube-канал. В первом видео он стоит на мосту через реку Дунай и говорит, что у него есть компромат на главу Чечни Рамзана Кадырова и его окружения. Монолог сопровождается оскорблениями в адрес руководителя Чечни. У меня измененное имя Бек Мартин, но здесь меня все знают как Анзора. Пришли сюда любого, ты ничто. СМИ в Австрии пишут, что в последние годы убитый сотрудничал со спецслужбами страны и якобы хвастался этим. Также Мартин Бек, он же Мамихан Умаров, рассказывал о своих связях с украинской службой безопасности. СБУ он якобы передал данные о готовящемся покушении на экс-депутата Верховной Рады Игоря Мосейчука, а также на супругов Амину Акуеву и Адама Осмаева, которые воевали на Донбассе на стороне Киева. Вот что об этом рассказал сам Игорь Мосейчук в интервью журналисту Владиславу Сидоренко. Він сказав, що щоб ви мені повірили, що я кажу правду, я знав, що на вас буде замах, я пришлю вам аудио. Это уже второе убийство критиков Кадырова в Австрии. В 2009 году в Вене застрелили бывшего охранника главы Чечни Умара Исраилова. В прошлом году в центре Берлина убили участника боевых действий в Чечне Зелимхана Хангашвили. В середине прошлого месяца прокуратура Германии заявила, что за этим убийством стоит российское правительство. В начале этого года в Швеции напали на известного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Полиция страны ведет расследование. Арестованы уже 3 подозреваемых по делу о покушении на блогера.